Всем здравствуйте, всем жителям Республики Саха-Якутия и всем россиянам, всем блогерам, комментаторов, которые увидели, комментировали и комментируют пост по названию «Крик души» Виктории Юрьевны. Якобы отец таджик, как там указали, хочет их разлучить. И хочет забрать к себе не на родину, а самому в городе Якутске на свое воспитание. В чем тут плохого? Если отец хочет воспитывать свою ребенка, который всегда был рядом с ними, находился с ними, всегда помогал, школу возил, садик возил, со школы забрал, с ними уроки сделал, с дочкой. Я думаю, тут ничего плохого нету. Надеюсь, вы услышите, сделаете свои выводы в лучшую сторону. И почему я до этого ребенка не забрал? Потому что все-таки у нее была мама. Ну, мне устраивало то, что мама воспитывает ее. Все-таки она маленькая была. Ну и по поводу вот то, что написано в пост, якобы отец Светлана с мамой никогда не жили. Мы познакомились в 2010 году и жили до конца 2018 году вместе. И по обоюдному согласию, по причинам, которые я уже указывал в органе опеки, право человека, на свои заявления отметил, сейчас не буду озвучить. По обоюдному согласию, так мирно расстались. Мы держали общение, помогали друг другу, чтобы Светлана Бахадуровна не чувствовала, что она растет без отца. Я всегда находился рядом. Даже когда моя покойная жена лежала в больнице, я была в Тампонский район и работал. Она мне звонила, что, в КТ ее увезли, и 10 поражений легкие, двухсторонняя пневмония у нее. СМС есть, корреспондент разместит, увидите все. Я с Тампонского района приехал. Ее положили в больницу. Приехал, к бабушке зашел. Я всегда к бабушке зашел. Они мне хорошо приветствовали. Я к ним хорошо относился. Там у бабушки живет Герман Викторович, младший братишка моей покойной жены. Мы всегда хорошо общались. Всегда все было нормально. Даже приехал, с бабушкой сидели там, арбузы кушали, позвонили жене покойной. Когда она болела, когда в больнице лежала, звонили, мы сидим, арбуз кушаем. Она тоже просила, что я тоже хочу арбуз. Я с дочкой Светланой Бахадуровной поехали, арбуз купили, в больницу поехали, передали. Мы до самой смерти общались с женой. помогали друг другу. Где-то мне что-то надо, она мне помогала.
всегда там у них, хотя мы не жили вместе, но я приходил к ним к гости, к бабушке зашел. Никогда конфликт между нами не был. Вот именно все испортило, все это хорошее отношение, которое у нас столько лет было, все это Виктория Юрьевна испортила. И всех настроила против меня. Мне не пустили к ребенку, ребенка настроили против меня. Вот. По поводу того, что мы не жили. Ладно, если мы не жили, откуда у меня вот эти фотки? Вот смотрите. Это моя дочка. Когда она маленькая, везде она со мной. Вот. Как не жили. Вот. Это мы в 2019 году, когда ковид был. Вот. Я к бабушке приехал, они у бабушки были. Приехал, вот плов готовил. Ну, как надо. Ну, поздравили дочку. Вот тоже. Это мы у бабушки кушаем. Ну, отметили день рождения своего дочку. Вот это мы 1 сентября, когда моя дочка на 1 класс вошла в 2020 году. Вот. Это 1 сентября. Как мы не жили, как ребенка отца не видела. Смотрите, вот разве такого может быть? Ребенок, который отца никогда не видел. И вот сами сделайте выводы. Вот еще. Это мы в этом году, 14 апреля 2013, вот в этом году, то есть, день рождения дочку отмечаем. Вот мы с женой, хотя мы не жили, но мы общались хорошо, очень хорошо общались, друг другу помогали. И вот по поводу, сразу хочу отметить, по поводу того, что отец вообще никогда не помогал свою дочку. Хорошо. Я тогда вот дети, вот Александра Викторовна, читайте перевод клиенту Сбербанка. Александра Викторовна. 13 июня. Перевод клиенту. Вот откуда все это? Вот еще смотрите. Клиенту Сбербанка. 27 июня. 26 июня. Откуда все это? Я всегда помогал. Вот, смотрите, пожалуйста, сами. Вот по числу смотрите. Потому что, возможно, я скриншот сделал. Вот. Клиенту Сбербанка, клиенту Сбербанка. Где-то есть, что вот жена мне отправляла. Потому что мы жили дружно. Вот, смотрите, 15 мая. 25. Ну, тут число не видно. Вот 9 июня, 11 июня. Ну, тут число еще не видно. Вот 4 августа, даже когда жена была в больнице, за учебники просила деньги отправить. Вот. Тут она, мне тоже по карту надо было, вот она мне отправляла. Как мы не общались и не жили вместе? Разве такого может быть? Что вот если мы не жили, я ей деньги отправляю. И вот она где-то мне отправляет. Вот смотрите. Я ничего. Вот. Апрель месяца. Перевод, перевод, перевод. Вот еще. Вот еще где-то перевод клиенту Сбербанка Александра Викторовна. Где-то 10 тысяч. Смотрите сами. Поэтому, дорогие комментаторы, прежде чем кому-то что-то... Вот где-то... Вот 15 марта Александра Викторовна мне отправляла. 17 отправляла 300 рублей. Ну, общего 800.
Вот смотрите, в март месяце это все 600, 300, 300. Это всего до... Вот, пошли. Ну, в итоге я влиял в жизнь своего ребенка. Тут все, фамилия Александра Викторовна, моей покойной жены. Вот тут еще 14 апреля. Ну, ладно.